Российской Федерации были внесены существенные изменения, и в результате появилось понятие единой системы публичной власти Российской Федерации. Затем в декабре 2021 года был принят базовый, новый, очень важный закон под номером 414. Читали, да? Закон об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации. Это базовый закон, по которому должны работать, руководствоваться законодательные исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации. И вот, как логическое продолжение данного закона, в 2022 году, 25 января, в первом чтении был принят закон, который признан заменить 131 федеральный закон. Но он прошел довольно-таки долгий путь после принятия первого чтения. Были споры, и вот, наконец, 20 марта он принят. И по истечении 90 дней, то есть с 19 июня этого года, данный закон вступает в силу. Данный закон вступает в силу. За исключением статей, касающихся полномочий муниципальных образований, которые вступают в силу до 1 января 2027 года. Вот как отметил Иннокентий, на самом деле в этом законе самая важная часть — это не способы избрания там глав и так далее. Самое важное — это просто касающийся полномочий муниципальных образований. Чем они должны заниматься, какие вопросы решать на местах, какую ответственность они несут и так далее, и так далее. Вот на эти вопросы отвечают статьи, касающиеся полномочий, начиная с 32 по 37 статью нового закона. Вот. Хотя в новом законе много новаций, но вместе с тем в целом положениях данного закона сохраняется преемственность со 131 федеральным законом, то есть логика организации системы местного самоуправления, она сохраняется. Принятый закон дает субъектам Российской Федерации самим определять модель управления, полностью перейти на одноуровневую систему, либо сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, либо принять некую смешанную модель местного самоуправления. Это право дано самим субъектам. Помните, были достаточно жаркие споры, дискуссии, но в конечном итоге федеральный центр просто страны, принимая, и учитывая мнение экспертов федерального уровня, приняли решение сохранить и дать возможность субъектам сохранять двухуровневую модель. Это не по чьему-то хотению там из каких-то субъектов, в том числе из Якутии, как говорят наши некоторые общественники, потому что они добились сохранения двухуровневой системы. Это не так, товарищи. Мы знаем, мы участвовали в таких дискуссиях, и знаем, каким образом такое решение принималось. Ну, чтобы это быть объективным. Конечно же, то, что субъекты будут иметь право самостоятельно определять модель, является, конечно, положительным моментом. Об этом отметил и Алексей Сергеевич. Буквально 27 марта, февраля, он уже озвучил позицию республики о том, что у нас будет сохраняться двухуровневая система. Поэтому все споры, все дискуссии на эту тему завершены. То есть позиция власти республики, в том числе парламента, она выработана в части модели управления, модели системы местного самоуправления. Значит, то,
тут тоже необходимо и важно понимать о том, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей. К сожалению, у нас многие путают административно-территориальное устройство и систему местного самоуправления. Но при этом границы муниципального образования и административно-территориальные единицы могут совпадать. Вот как у нас в Якутске. Наш закон по административно-территориальному устройству был принят еще в 1995 году, и на основании этого закона административно-территориальное устройство уже утверждено и действует до сих пор. Прошло 30 лет. Ничего не поменялось. Границы административных единиц они установлены и утверждены. И вот, допустим, город Якутск – это одна из административно-территориальных единиц. Вместе с тем в границах этой административно-территориальной единицы действует два муниципальных образования. Морской округ город Якутск и округ Шатай. В пределах одной административно-территориальной единицы. То есть муниципальное образование – это одно, а административно-территориальная единица – это другое. Значит, тоже немаловажно, что в состав территории муниципального образования входят земли независимых форм собственности и селевого назначения. К сожалению, многие опять же путают и связывают земли и недровые ресурсы. Это разные вещи. У нас вопросы недропользования регулируются абсолютно другим законодательством. И всегда, и в царской России, и в советский период, и сегодняшней Российской Федерации вопросы недровых ресурсов регулируются федеральным законодательством, поскольку это является федеральной собственностью. А у нас, к сожалению, это многие путают. Значит, в целом, субъектам даны достаточно обширные права, то по наделению органов местного самоуправления различными полномочиями, но вот в отличие от 131-го не закрепляется раздельный перечень вопросов местного значения и полномочий по их решению для различных видов муниципальных образований. Предусмотрена немножко иная конструкция в виде трех перечней полномочий. Первое – это полномочия органов местного самоуправления, там длинное название, я не буду зачитывать. Их 18, это, как по-простому говоря, собственные полномочия муниципальных образований. Но если они в 1931 году были разделены между полномочиями поселения и муниципальных районов, то они сегодня у нас не расщеплены. Наша задача – разграничить. Вот поэтому мы в том числе от нас ждем предложений, какую часть полномочий будем закреплять за поселениями, а какую часть за районами. Это первая задача. Значит, я также не буду зачитывать какие-то полномочия. Второй, вторая перечень – это полномочия органов местного самоуправления, которые могут быть перераспределены законом субъекта для вступления в органы государственного субъекта Российской Федерации. Их 29. Затем будут полномочия, по которым в целях обеспечения там жизнедеятельности может быть принято решение об их осуществлении в органе местного самоуправления. Их тоже 18. В целом, если 131 закон ранее не допускал передавать переданные полномочия или передавать адресно, то есть мы могли передать либо всем, либо никому, то сегодня новый закон позволяет расщеплять таким образом, что вот те муниципальные образования, которые имеют возможность и ресурсы представлять те или иные государственные полномочия, мы их можем передать. Ну, допустим, у нас муниципальные образования очень разные. Город Якутск 400 тысяч почти населения, или небольшой северный Луз, население 2-3 тысячи человек, это разные возможности. Поэтому такой может быть подход, то есть мы можем
вот эти полномочия передавать адресно. Адресно. Вот. То есть целый закон, с одной стороны, призван решить вопрос о настроении полномочий на уровне. Вот немаловажный вопрос, связанный с отсутствием собственных финансовых средств реализации возложенных полномочий. Это серьезнейшая, чуть ли не самая главная проблема, поскольку по логике закона муниципальное образование за свой счет должен решать те или иные вопросы по тем полномочиям, которые закреплены за ним. Но их нет. То есть на данный момент, к сожалению, наделенные полномочия не обеспечены соответствующими ресурсами. Вот теперь закон говорит о том, что расходные обязательства, возникающие в связи с исполнением переданных полномочий, они должны в полном объеме обеспечены. В полном объеме. То есть те полномочия, которые не обеспечены средствами, они не должны передаваться. Не должны передаваться. Вопрос, касающийся контроля. Вот, значимым моментом является то, что теперь органы госконтроля и надзора не вправе требовать от органов местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с законом полномочиям органов местного самоуправления, а также финансовое обеспечение из местного бюджета этих полномочий. Это очень важно. Предусмотрено, что плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления проводится не чаще одного раза в 2 года, что тоже немаловажно. У нас сегодня, к сожалению, главы муниципальных образований, как поселенческого, так и районного уровня, испытывают серьезный пресс со стороны надзорных органов, которые требуют выполнения тех или иных обязательств, во-первых, не отнесенных органами местного самоуправления или не обеспеченных соответствующими ресурсами. Это должно прекратиться по логике данного закона. Значит, что касается срока полномочий депутатов, главы, и это 5 лет, как было раньше. Значит, важно, что может быть предусмотрено право представительного органа местного самоуправления принимать участие в формировании местной администрации, в том числе утверждение и согласование назначение на должность заместителя главы, руководителя отраслевых, национальных или территориальных органов местной администрации. И вот теперь вопрос, касающийся способа избрания главы муниципального образования. Законом предусмотрено 4 способа. Первый способ – это на муниципальных выборах. Второй способ – представительным органам муниципального образования из своего состава. То есть депутаты как поселенческого, так и районного уровня могут избирать из своего состава главу муниципального образования. Третий способ – опять же представительным органам муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Это новый способ. Кстати говоря, однозначно и императивно установлена норма о том, что главы столиц субъектов, административных центров избираются только таким способом, то есть представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных главой субъекта. Четвертый способ, опять же, представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. То есть представительный орган может объявить конкурс, если это установлено законом, и по результатам избрать главу. То есть, таким образом, коллеги, речь в случае избрания по 3 из 4 способов
значит, понятие избрания все равно сохраняется. Либо избирается на устойчивых выборов, либо представитель выборов. Это не назначение, как толкуют некоторые наши коллеги. Так. Ну и, наверное, последнее. Про сроки полномочий действующего состава глав и депутатов. Вот те, кто сегодня избран и работает до истечения срока полномочий, они должны исполнять свои обязанности. То есть те, кто, в том числе те, кто будет избран в этом 2025 году, они в полном объеме должны отработать свой пятилетний срок. В законе, в отличие от первоначального проекта, нет какого-то длительного переходного периода, но он обозначен через истечение сроков полномочий тех, кто сегодня избран. Что касается избрания глав по тому или иному способу в 2027 году, это будет определяться законом субъекта. Поэтому мы просим внести предложение. Предложение в целом поступает от муниципальных образований, от общественных организаций, поскольку мы уже начали нормотворческую работу, мы, конечно же, хотим услышать позиции тех людей, которые, прежде всего, тех людей, которые работали в этой системе, погрузились, знают, что такое местное самоуправление, имеют понимание. Мы хотим услышать мнение от этих людей. И от вас, от лидеров общественности, которые тоже плотно работают с